10 апреля, вправо прими, говорю. Хочешь, я сделаю тебя начальником, и ты больше никогда и никуда не будешь опаздывать? Добрый день. Какой еще добрый день? Ты что, не видишь, что я собираюсь вены себе перерезать? Следите за его здоровьем. Главное – покой. Ему нельзя нервничать. Все-таки взрослый человек. Штуки стоит, а? Ну, один раз только. Говорит, пол-один. Блин, точишь как никак. Ай! Шеф! Ай! Шеф! Шеф! Шеф, не волнуйтесь, хорошо? Я белый свет видел. Белый свет? Не знаю, как тут оказался, но я на белый свет шел. Доча, Шеф, вам же нельзя нервничать. доча, я боюсь. Я на белый свет шел, доча. Я боюсь, доча. На белый свет. Все хорошо будет. Белый свет, доча. Вообще, я как бы работал в Алмате. И недавно нас перевели в семей. Сейчас я здесь бастах на минималках, так сказать. Спасибо. Да, у меня в подчинении много сотрудников, но я им всегда говорю: ребята, не дай бог, я узнаю, что кто-то из вас берет взятку, сразу голыми руками либо придушу, либо уволю. Да ладно, я не верю, что ни один полицейский не берет взятки. Ты сейчас серьезно или обидеть меня хочешь? Я серьезно. Покажи мне хоть одного порядочного полицейского. Да завязывай. Во-первых, их много, а во-вторых, сейчас я тебе покажу. Вот конкретно показайте. Сейчас. Опа! Ой, извини. Сестренка звонит, можно отвечу? Ну, есть сестренка, да, есть парень, нет. Алло, ты где? Тебя остановили? Штрафуют? Успокойся, сейчас я тебе перезвоню. Подожди, ладно? Стой, перезвоню. Подожди. Серик, ты слышал? Сестренка звонит. Гаишники остановили, штрафуют на огромную сумму. Ужас. Наверное, что-то нарушил. Серик, твои коллеги? Ну, бывает такое. Ну, Серик, ну придумай что-нибудь. Я же тебе только что рассказывал, я как бы против. Ну, я не люблю такие вещи. Ты уверен? Конечно, уверен. Ну ладно, придется позвонить твоему коллеге, которому... Кому? Не надо никому звонить, он тебе все равно ничего не решит. А кто решит? Отпустили ее. Как понять, отпустили? Сами сказали же всех женщин оформить. Я сказал, тех девушек, за которых вы ходите, педалите, телефоны потом берете. Что, я не знаю, думаете, что ли? А ее не трогайте. Она нарушила закон? Да. Что она сделала? Она двойной сплошной пересекла. Ты видел там разметку? Ее не видно. Иди вон дорожникам жалуйся. Что, сразу оформлять надо, что ли? Надо людям чуть лояльным быть. Когда надо, оформляйте. Когда не надо, не оформляйте. Стоите здесь, понты колотите. Права где ее? Вот. Держи. Улжас, Да, шеф. как дела? Здравия желаю. Улжас, у тебя родственники в Астане есть? Не знаю. А что такое? Да вот звонят с центрального управления. Про Улжаса какого-то интересуется. Да? Ну, наверное, есть родственники. Шеф, а по какому вопросу? Ну, там информацию пробивают, характеристику просят, мол, как работает. Вроде как на повышение хотят. Я же знаю, у тебя только через связи, больше никак. А вас это не должно касаться, шеф. Понятно? У всех свой путь. Просто вы боитесь, что меня на ваше место могут подставить. Ищак, как ты со мной разговариваешь? Полик! Алло! Кто звонил? Шеф? Да, недолго твоему мужу осталось работать. Скоро тебя назначат. Жанна, а ты знаешь, это со стороны звонили, за счет меня пробивали. Походу, это все к повышению идет, да? Жан, рахмет тебе. Ну, я, кстати, насчет Рахмета. Помнишь, я тебе говорила, что мой брат тебя бесплатно назначит? Ну да. Просто понимаешь, у него есть жена, это моя Келинка. Как бы ее нужно поблагодарить.
Ну, давай я тоже массаж сделаю. Нет, не массаж. Она любит украшения. Ну, скажем, там, золотой браслет. Знаешь, и брат мой был бы доволен. И я думаю, тебе бы понравилось, если бы мне кто-нибудь сделал такой дорогой подарок. Блин, надо было в капитанах оставаться. Что ты говоришь? Я говорю, что-то я засиделся в капитанах. Пора повышение, да? Ну вот славно. Да поехали на шопинг. Какой шопинг? Жан, тебе нравится? Жан, ты прям мисс семей 2006? А это Жан как? О, Жан, это мисс Аягус 2003. И я готова, дорогой. Как тебе этот наряд? Жан, вот это саған жарасады. Мисс область Абай 2010. Ну, спасибо. Вот с этими туфлями это платье прям күшті болып тұрады саған. Я люблю тебя, Жан. Ага. 112 тысяч. Можно и без этих туфлей, Жан. Вот просто платье. Ну как, дорогой, я готова. Как тебе этот наряд? Жан, бомба. Бомба. Никакая мисс рядом не стоит. Ты как Нарима Искалиева в лучшие годы. А где золотой браслет? Я не взял, Жан. Почему? Ну как, почему? Мы и так много чего взяли. Жан, тебе что, для меня жалко? Жан, ну давай дождемся приказа, повышения, потом я любой твой каприз исполню. Ты же знаешь, если я позвоню, тогда ничего не получится. Жан, не на... Да, шеф? Алло, Полик, ты что, не на мое место, а на место замначальника ДП метишь? В смысле замначальника ДП? В прямом. Мне звонят и говорят, что какого-то лоза составят замначальником ДП. И я буду под его руководством работать. Старый пердун, ты как со мной общаешься вообще, а? А ну-ка голос сбавь свой на несколько тонов ниже, понятно? Давай. Не воняй. Жан, Ау. а давай твой золотой браслет закажем. Что опять случилось? Это же мясо. Как вспомню, как лошадка бегает. И становится грустно. Жасмин, тут с работы пишут, вызовов куча. Может, я поеду, счет оплачу и нож соберу? Можно? Так ты меня оставляешь одну? Жасмин. Ну, все так быстро закрутилось. Ну, непонятно же, подходим мы друг другу, не подходим. Может, мы вообще не пара. Так, давай сделаем так. Мы с тобой ничего не будем начинать. Я лучше закончу то, что начинала. Убью Тихо. тебя нахрен. Тихо. А ты иди со своими бабами тусуйся. Жасмин, успокойся. Оставь нож. Пожалуйста, успокойся. Подыши. Тебе нельзя нервничать в таком положении. Все нормально. Никто никого не бросает. Хорошо? Я просто схожу в уборную. Ок? Ага. Ты же не вернешься. Как я не вернусь? Вот. Одежда моя здесь, куртка, все мое здесь. Хорошо? Я быстро. Я жду тебя. Ладно. Алло, Едль, ты где? Давай срочно дуй в кафешку, откуда ты уезжал. Давай. Бекс! Бекс! Бекс, тоқташы. Ух, ё-моё, а что у тебя с рукой? С шефом одной рукой поздоровался, короче. Не, серьезно. Там вытрет, ничего не обсамал, намотал. Я хочу сегодня отпросить, типа, заболел. А, понятно. А что случилось? Слушай, где наш этот планшет, а? Наш планшет на зарядке же. Я же целый день играл его. 3 раза топ-1 взял. Можешь поздравить. Ё-моё, блин. А что случилось? Да, друг машину хочет купить, вот попросил пробить за ней, короче. Да? А машина в объявлении колесах есть? Да, есть. Тогда вот так делаешь, смотри. Открываешь приложение. Ага. Тут, короче, есть опция «История авто». Но она платная там. Мы, ну, кымбат емес. Нормально. Зато
Зато смотри, какие информации тут. Юридическая чистота, ДТП, вот, есть штраф или нет, вот, видишь, утили сбор оплачен или нет, вот, видишь, техосмотр, вот, сколько стоит налог, вот, вот через 2 месяца сколько будет цена, вот примерно, вот, видишь, то это сколько вот хозяинов было, вот, видишь, информация. Короче, бүкіл информация бар ғой. Базар жоқ. Даже этот водитель аллергия бар ма жоқ тоже покажет. Серьезно, что ли? Да шучу я. Кроме аллергии, все есть, короче, понимаешь? Да, классно. Тема, короче, подожди. Алло? Букет готов? Ну, если букет готов, я тоже готов. Все хорошо. Ты что, собрался Малике букет дарить? Да не, я же Малику отшил же. Сейчас у меня 100% вариант. Почему 100%? Ну, она раньше с Еделем двигалась. С кем двигалась? С Еделем, Едель. Фу, блин, с Еделем, ё-моё. И ты хочешь ей букет подарить? А чё? Родной, если она с Еделем двигалась, смотри, чтобы она тебе букет не подарила потом. Что ж, Вася, ты чё? Вообще, Симс не букет обекс. Ты то с Маликой, то с Еделя девушкой двигаешься. Серик там вообще по одной девушке поплыл, ё-моё. Серик? Серик. Наш Серик? Наш Серик поплыл по одной девушке. Влюбился вообще, блин. Серик вообще подполковник был, подколочник был какой-то дейсің. Ладно, родной, сейчас меня прикроешь, да, мне кажется, свиданка варпен, прозмен, здесь там. Все, прикрой, брат. Когда не прикрывал тебя? От души, красавчик. Все, давай, родной. Аккуратней. Да, шеф? Қайдасыңдар? В УП, шеф. Там шеф вызывает. Хорошо, только этот Бек за цветами пошел. Ой, за цветами, говорю, он этот попросил прикрыть его. Ой, прикрыть, говорю. Бек заболел, в общем, у него этот, рука в гипсе. Короче, на старте будьте, шеф может резко вызвать. Есть, шеф? Хорошо. Понял? Ага, понял. Все, твоя сестренка спасена, так сказать. Я на них наехал, ее сразу отпустили. Она вообще, в принципе, ничего не нарушала. Да? Эти мои наворачивали. Серик, ты меня так выручил. Да, ничего страшного. Спасибо тебе большое. Нормально, ничего страшного. Че, скучала? Скучала, да. Да? Ждала тебя. Я тоже. Я, блин, как закончил, сразу как на самолете сюда прилетел. Серик, есть один вопрос, нужно будет решить. В смысле, какой вопрос? Я тебя сразу предупреждаю. Если типа там отпустить какого-то наркомана или там человека, который пьяный за рулем, у меня есть свои принципы, сразу нет. Нет, у меня есть тетя, у нее есть магазин. К ней пришли участковые, оформляют ее. Огромная сумма. Серик, нужно помочь. Участковые, я при чем тут? Я же не участковый же. Серик, ну вы же знакомые там, общаетесь, может быть. Нет, попробуй. Может, что-нибудь придумаешь, Серик? Не, я, конечно, общаюсь с ними. Ну, я как бы... Это... Как я? Я где эти участковые, где... Я Серик, как... ну, пожалуйста. Я... Солай тәте, протокол по-любому составлять ету керек. Молодой человек, иди сюда. Такой молодой? Уже капитан? Рот свой закрой, понял? Не подлизывайся, я тебя не медет. Что тут делаешь? Да я этот... Они сигареты продают несовершеннолетним. Какие сигареты? Ты что, в продуктовом магазине находишься? Ай, сигареты, говорю. Этот, пожарную безопасность не соблюдают они. А что, ты пожарный, что ли? Да нет. Что ты мне накидываешь? Я знаю, для чего ты сюда пришел. Да это же наша работа. Какая работа? Ваша работа — народ защищать, а не ходить их грузить. Вы только протокола составляете. Короче, еще раз сюда придешь, я и тебя, и твоего медета, в антикор лично сдам. Понял? Все понял. Пошел нафиг отсюда. Все. Куда пошел? В туалет? Какой туалет? Иди отсюда. Все понял. Серик, ты такой крутой. Да, нормально, ничего страшного. Серик, ты не обидишься, если я кое о чем еще попрошу? У брата номер сняли, а он инвалид. На, сама передашь номер. О, Вообще-то он не инвалид. Он на красный свет проехал. ну, Серик, просто, может, забыл сделать справочку. Ну вот у сестренки точно просроченная страховка. Надо помочь. Там проблема не страховки была. Права просроченные. Пусть заново сделает. Ну, бывает же, Серик. Спасибо большое. Вот Женгишка забыла пристегнуться. О, Надеюсь, все? Родственники закончились? закончились. Сосед остался.
Все, О, звони соседу, все нормально. Собак, кошек, животных каких-нибудь спасать не надо? нет, Серик, что ты так ругаешься? Я тебе предлагаю пойти ко мне, чай попить. Куда? К тебе? Домой? Ну, я даже не знаю, как бы... Ты не против? Я, конечно, не против. Я всех твоих родственников спас. Давай тортики возьмем, домой пойдем. Еще и тортик. Угу. Дорогие друзья, у нас такая путаница вышла. Все путают сериал с фильмом. И вот, напоминаю, с 10 апреля во всех кинотеатрах Казахстана «Патруль. Последний приказ». Это фильм. Мы гражданских не бьем. Жюльм, ты не решишь? Как дела, брат? Сколько? Зачем ты с бомжами общаешься, целуешься с ними? Акылбек? Это кто? А, это? Хор. Вообще-то мы боди... Боди-хор. Что вы сказали? Она спросила у вас, кто это? Имамбек. Какой нафиг Имамбек? Эй, когда я есть, братишка, ты знаешь, сколько я стою? Лям сейчас надо. Сверху $100. Вау. Базаржик, младший лейтенант Тыкин. Это смешно. Мусора конченые. Это он нам что ли сказал? А? За мусоров ответите! Короче, теперь мы в лесу попали! У нас в стране 94% сотрудников. Вот 6% тупиц. Вы уволены все. Заткнись. Ну и что обидно? Да, не поставят нас на кортеж, что нам делать? Что ты мне это говоришь? Вон шеф... Сир, кино и на машине. 10 апреля. Право прими. Право прими, говорю. Вот сейчас смотрите. Я притворюсь, что я умер. Придет Малика. И ты скажешь, чтобы она взяла меня за руку. Я очнусь, и она меня простит. Понятно? Если честно, ни хрена не понятно, шеф. Да что тут непонятного? Так вы умерли или нет? Да блин, тут типа связь, отец и дочь. Ну, она, скорее всего, вылечила меня. Я специально этот цирк устроил, чтобы она меня простила. Понятно, нет? Шеф, Ой, ты когда пришла? вы что, все это время обманывали меня? Ну, это была, репетиция. Ну-ка, выйди. Я сейчас тебе все объясню. Шеф, я же слышала, как вы все это подстроили. Я сейчас все объясню тебе. Долго еще будем сидеть здесь, а? Я устала. Нет, скоро поедем. Просто я хотел с тобой кое о чем поговорить. О чем? Ну, о ценностях, о жизни, о том, как надо к ней относиться. О, Че, братан, че золото? присаживайся. Медведь, что происходит? Знакомься. Мой коллега Едель. Едель — это Жасмин. Очень приятно. Едель, расскажи нам, Жасмин, о себе что-нибудь. Что рассказать? Бәрін айта бер. Ну вот шеф, допустим, как тебя называют? Ишак. Ишак называет. Тебе сколько лет? 34. 34 года человеку. До сих пор его шеф Ишаком называет. Что у тебя есть? Машина, дом, квартира, что-нибудь есть? Нету, братан, хайда, машина. А что есть? Ты же знаешь, что у меня ничего нету, братан. Ничего нету у него. У тебя девушка есть? Ну, девушек нету? Нету. А была? У их 1000 были. Честно говори. Нет. Не было? А ты как-нибудь из-за этого переживаешь? Нет, зачем? А депрессия у тебя бывает из-за этого? Что это? Грустно тебе бывает из-за этого? Грустно? А зачем грустить? Надо ходить позитивно. Типа, Вот видишь, у человека ничего нету. Страшный, тупой. Да ничего, живет же, нормально. Спасибо, братан.
красавица, умная, привлекательная, молодая. К тебе парни в очереди должны стоять. И будут. А ты из-за какого-то парня собралась жизнь кончать. Зачем? Жизнь и так закончится. Зачем ее прерывать? Кайфуй лучше, живи. Понимаешь, если ты сама себя не полюбишь, тебя никто не полюбит. Поэтому нужно начать с себя. Понимаешь? Ну, ты такой пример привел, что тяжело не понять. И вообще, я перехотела делать суицид еще, когда мы покушали с тобой. О? А что ты не сказала? Ну, ты как-то не спрашивал? Да и вообще забыла тебе об этом сказать. Ну, знаешь, все равно. Спасибо тебе, что ты оказался в такой ситуации рядом со мной и помог открыть мне глаза на очевидные вещи. Очень благодарю тебя. И я поняла, что относительно других я счастливый человек. Извините, как вас зовут? Едель. Можно просто Баха. Едель, да? Я вот тут подумала и думаю, это вам нужнее. Дарите? Да, возьмите. Да. Спасибо, как раз дома ножа не было жизнь. Спасибо еще раз. Да что? С вашего позволения я пойду. Давай. Спасибо. Еще раз спасибо. До свидания. До свидания. Ченса. Ладно, что позвал? Ты же сказал, какая-то помощь нужна. Поверь мне, Едель, ты мне уже помог. Ты человека от суицида спас. Спасибо, конечно. Обращайся, братан. Суицид ты не, братан? Тебе и не нужно это знать. Зачем? Почему? Че, где этот парень ее? А, я его, прикинь, шапалак, урып, обезьянки закрыл на всю жизнь, братан. Короче, давай отпускай его, извиняйся, накорми и домой отпусти его. Я видел, настрадался парень. Пошли. Серьезно, мам, братан? Да, серьезно. Заходи! А что, дверь открыта, что ли? Заходи, заходи. Как дела? Опа. Я еще вино купил. Я так рада тебя видеть. Я стол накрыла тоже. Серьезно? Мгм. Ничего себе, прикольно. Да, заходи. О, ничего себе, сколько вкусняш. Да, нравится? Да. Ты чё? Я сказала, что перед тобой не хочу долго оставаться. Ага, ну, может быть, не здесь, может, хотя в спальню пойдем. Офигеть. Это как бы... Это кто? Наверное, мой парень. Парень? Да, А у тебя одевайся. что, парень есть, что ли? Да, есть. А что ты мне не говоришь? Я вообще даже телефон твой не брал. Ну, я забыла, Серик. Как ты можешь забыть, если у тебя парень есть? Ну, такое бывает. Не бывает такое. Спрячься, Куда я спрячься. спрячусь? Сюда спрячься. А что дверь открыта? Жан, что ты так сегодня рано? Привет. Меня Что тут ты так сегодня рано? отпустили. Какие цветы красивые. Что ты так сегодня рано? Ну там этот отпустили меня. Ты что тут делаешь? Братан, вы что тут делаете? Эй! Все, понятно. Когда Ильяс говорил, что за цветами, ты реально за цветами пошел, да? Ни хрена не работаешь, значит? А? Ты что тут делаешь, я спрашиваю? Братан, это же моя девушка. Девушка? Ну зачем ты так? Ну столько мужиков же есть, почему именно он? Братан, на то пошло, до меня Едель с ней двигался. Едель? Ты серьезно? Ты контуженная, поняла? Реально, ты Едель? Фу, как вспомню, Едель лицо, ну... Короче, нахрен. Шашикта Пошел ты. тортпен. А? Тортпен шашикта. Это мой торт, понял? Тортпен. Шейши. Мен оны ақшаға алған. Братан, кешіріңізші. Ё-моё, Полик, чтоб я еще раз тебя послушал. У нас с Келинкой один размер. Ей очень понравится. Ну, главное, чтобы брату понравилось. Брат будет доволен. Ну все, дорогой, мне пора, по делам. Я с тобой, Жан. Нет, подожди, я уже, кстати, там позвонила, так что ты иди на работу и можешь всем рассказать, что
Ты новый замначальника. Жан, это моя мечта. Я сейчас пойду на работу, как всем втык дам. А вечером мы с тобой отметим на твое назначение. Все, Жан, угу, я жду. Пока, Вечером. дорогой, мой полковник. Муа. Как звучит, а? Мой полковник. Мой полковник. Все, замначальника. С вас 428 тысяч. Сколько? 428 тысяч. Подождите, а что за цены такие в семье? Ваша девушка выбрала самое дорогое. Ну хорошо, я сейчас оплачу. Хорошо, можете оплатить на кассе. 428 тысяч. И фиг с ним, похожу месяц в старых трусах. Зато замначальник. Малика, доча, ну, когда я увидел, что ты за меня переживаешь, мне стало так приятно. Я хочу, чтобы ты простила меня. И ради этого я готов сделать все, чтобы мы с тобой общались как нормально, как отец и дочь. Я даже готов умереть. Шеф, знаете, я на вас очень зла. И даже сейчас злюсь. Но одна мысль о том, что вы заболели, то, что может вас не стать, очень сильно повлияла на меня. За все эти 27 лет я, наверное, такое чувство 2 раза всего испытывала. Первый раз, когда узнала, что у меня папа есть, и он просто обо мне не знает. Второй раз сегодня. Да, я выросла без отцовской любви. Я не знаю, что это такое. Но под вашим руководством, когда вы стали моим шефом, я, знаете, почувствовала какое-то спокойствие. Будто меня оберегают. И я поняла, что мне всю жизнь не хватало этого чувства. Поэтому я очень сильно боялась вас потерять. Доча, прости меня, пожалуйста. Поэтому я вас прощаю, папа. Что ты сказала? Папа. Доча, доча, ты тоже меня прости, пожалуйста, доча. Ребят, что я вас собрал-то? Где медведь? А они одного парня от суицида спасают. Они сейчас же в этом спец. Да, ладно. Короче, ребят, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы есть. Даже за ваши косяки, благодаря которым Малика меня простила. Серьезно? Она меня папой назвала. Пожалуйста, кто шеф? Рахмет, Вы столько хотели этого. Рахмет, я теперь ее отправляю в Алматы на повышение квалификации. Пусть учится. Правильно. Может, в будущем мое место займет. Да, Құдай сақтасын. Ой, в смысле, Құдай берется. Да. Шеф, можете меня тоже отправить? Шафшоузенды. Пошли уже, шеф. Полик, ты что опаздываешь? А что, старый? Ко мне какие-то претензии есть, что ли? А? А вас, мрази, вставать не учили, когда старший по званию заходит? Полик, ты что, набухался, что ли? Жирный, еще раз меня Поликом назовешь, я тебя нахрен уволю, понятно? Что происходит? Короче, слушайте, с завтрашнего дня перед вами стоит замначальник ДП по области Абай, понятно? Завтра приказ выйдет. Я. Ужас, у меня для тебя есть еще одна новость. Старый пердун, не можно, а разрешите обратиться. И господин полковник. Да, хорошо, господин полковник. Разрешите обратиться. Видите, Курнаров. Давай, обращайся, пожалуйста. Ужас назначен заместителем начальника ДП по области Абай. Ничего себе, я твой напарник, не забывай. И рот закрой, жирный. Так, дальше. Да, только не Тимирбеков, а Сагиев. То есть другой Олжас? Да, сегодня вот позвонили с центрального аппарата, интересовались про Олжаса. Ну, оказалось, у нас Олжасов в ДП много. Получается, не он, что ли? Не он. Как, шеф, подождите, что, не я, что ли? Нет, не ты. Ну, мне же сказали. Кто сказал? Ну, там, одна знакомая сказала.
случайно не Шолпан Нурышева? Серьезно, что ли? Да, ну нафиг, шопик, что ли? Да? А откуда вы знаете? Весь город знает. 18 заявлений. Людям должность обещала. На бабки кидала. Мошенница. Теперь в бегах она. Вытрат кульме, вытрат кульме. Не, шутка. Пранк, шеф, пранк. Ты там, эй, тупая мразь, жирная. Серик, может, от тебя что-то добавить? Конечно, Полик, тварь. Жирный, Полик, 1000 раз скажу, понял, чмошник? Сядь на место. Пранку, шеф? Все, кутки гермесинди. Шутки? Замначальник. Замначальник, да. Ты не хоронос, когда замначальник. Еще же поверил же этот. Вот ты придурок. Ты что, реально поверил? Солон Слим, господин генерал. Есть. Я погоны купил. Понял. Так точно. Есть. Ё-моё. Ребята, еще одна новость. Что, опять новое назначение Полика? Ребята, еще круче новость. Нам в семей рабочим визитом приезжает президент страны. О, прикольно. Серьезно, что ли? Да. И мы сопровождаем президентский кортеж. Серьезно? Да. А как, замначальник может с нами сопровождать? Ну, пусть Насархан накроет. Да. Как-никак замначальник. Конечно, давайте. Накрою, шеф, накрою, все. Сегодня буду накрою. Да. Все, свободно. Я, Серик, ну, ты там видели, ему как он объяснишь? в был, смотри. Натурь Полик, Адам был мой. Шеф, любой Дастархан Все. Аргаш, через 2 часа собери мне всех. Срочное совещание. Ну что ж, вот и завершилась 10-летняя история патруля. Но финал этой истории мы решили сделать бомбезным. И сняли для вас целый фильм, который называется «Патруль. Последний приказ». Ждем вас всех в кинотеатрах. Зовите друзей и смотрите «Патруль». Қайта керексің маған байланып қалдым саған ұмытты сен әнімнің бір шумағын саған арнап жазамын енді бәрібір сені күтем ерекше бұл түні тер жақындап келемін саған мен белінен ұстасын таза қатер міне бір тақырел мұз айтып барады бен жаруға дайынмын әрқашан сенімен бүгінгі түніме дер